В столице Абхазии прошел уже третий по счету международный круглый стол на тему «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения, развития языков и историко-культурное наследие». Впервые подобное мероприятие прошло 2 года назад по-черкесски по инициативе Международного объединения «Алашара» под руководством нашего земляка Мусы Экзекова совместно с Академией наук Абхазии. Об итогах первого года реализации программы на планах на текущий год в материале Инны Квициния. Январский Сухум, куда организаторы пригласили участников круглого стола, встретил гостей не по-зимнему мягкой погодой с местами еще виднеющейся зеленью травы. И хотя искупаться в море едва ли кто рискнул, некоторые участники мероприятия не отказали себе в удовольствии сделать пару фото на фоне моря перед началом долгой, но весьма плодотворной работы в рамках форума, посвященного подведению итогов первого года реализации уникальной программы по сохранению и развитию культуры абазино-абхазского этноса. Участников приветствовали представители руководства Абхазии, а также президент Международного объединения «Алашара» Муса Экзеков и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Фатима Бекижева, которая возглавила официальную делегацию от Карачаева-Черкесии, зачитала приветственный адрес от имени правительства нашей республики. Те задачи, которые поднимаются сегодня в работе круглого стола, они актуальны и в Карачаево-Черкесии. И поэтому сохранение развития абазинского, абхазского языка и литературы этой теме уделяется очень большое внимание и у нас в Карачаево-Черкесской республике. Согласно исследованиям ученых, языкам народов, численность которых составляет менее сотни тысяч, грозит исчезновение в течение века. А ведь язык этноса абаза является еще и самым сложным в мире, что тоже подтверждается исследованиями независимых специалистов. Так что же поможет сохранить его? Диапазон мнений ученых-докладчиков весьма широк. От разработки учебно-методических комплексов, аудиокурсов языка и говорящей азбуки для малышей до создания приложений, что называется, для самых продвинутых пользователей, а также разработки государственной программы по сохранению языка. Нам нужна очень сильная платформа. Это вот платформа это методические указания, всевозможные методики для сохранения языка. Мы сейчас готовим такую платформу, вокруг которого будем как раз и работать и объединять. Не менее значимыми и интересными являются и такие направления, как полевые исследования и архивные материалы, в рамках которых за прошедший год проделано немало. К слову, это работа в Государственном архиве Генуи, где удалось обнаружить уникальные документы по истории современных регионов проживания этноса, проекты «Абхазские национальные игры», «Абазинская абхазская народная игрушка» и многие другие. Список разрабатываемых тем затрагивает самые разнообразные стороны единой культуры двух народов, проживающих по обе стороны Кавказских гор и представленных диаспорой во многих странах мира. 2016 год стал первым годом реализации программы, и очередная встреча ученых была призвана подвести итоги проделанной работы, осмыслить ее результаты, выявить слабые и сильные стороны и с учетом этого анализа внести коррективы в план работы на 2017 год. Обсуждение шло довольно эмоционально, и некоторые пункты остались под вопросом. Впрочем, эти вопросы будут сняты в ближайшие дни, когда Координационный совет примет по ним окончательное решение. Инна Квициния, Радмир Джибабов, Вести, Карачаево-Черкесия, Сухум.